зовут Наталья Морозова, я дизайнер интерьера, и сегодня я расскажу вам, с чего начать ваш дизайн интерьера. Я вам расскажу свои секреты, каким образом я начинаю любой дизайн интерьера, откуда я вдохновляюсь, откуда беру информацию. Есть 3 актуальных способа, очень интересных, достаточно доступных, с которыми вы сможете справиться. Первый и самый простой способ – это журнальная продукция, печатная продукция. Но не стоит бежать вам в первый попавшийся киоск и покупать любые журналы. Я сейчас расскажу вам об интересных журналах, где их взять, для того, чтобы оттуда почерпнуть некую информацию для вашего будущего интерьера. Все мы летаем отдыхать, все мы ездим в командировки, бываем в интересных странах. Перед самолетом всегда у вас есть 30 минут для того, чтобы купить какой-то интересный журнал. Зайдите в киоск, откройте журналы, посмотрите, что внутри. Во-первых, журнал, конечно, вам должны нравиться интерьеры, которые в нем. Уровень журнала легко понять, даже если вы не знаете языка, по рекламе, которая внутри расположен, даже реклама техники. Соответственно, чем более дешевые марки там рекламируются, тем более низкий уровень журнала. Чем более дорогие, тем более высокий уровень журнала вы купили. Вот могу привести несколько примеров. Журналы, которые есть у меня, допустим, вот испанские журналы, которые я купила также в аэропорту, очень интересные, там совершенно будут другие интерьеры, ничего похожего в нашей стране вы не купите. Есть даже очень интересные китайские журналы, даже никогда бы не подумала, что в Китае могу купить такие интересные журналы по интерьерам, просто ни с чем не сравнимые ни с одним русским журналом, который можно приобрести здесь. Из тех журналов, которые продаются в нашей стране, я бы могла выделить, наверное, только один журнал. Это АД, архитектурный дайджест. Это самый популярный журнал в мире, который можно купить в любой стране. Он продается в нашей стране также. Это, наверное, самый лучший журнал. Ну и второй журнал, который есть в нашей стране, у меня, к сожалению, его сейчас нет с собой, но он также продается во всех киосках и супермаркетах. Это журнал «Мезонин». Я ни в одном, ни в другом не работаю, просто считаю эти журналы действительно достойными вашего выбора. Второй актуальный способ, откуда можно черпать информацию, это книги. Вам стоит пойти в книжный магазин, крупный книжный магазин, где можно полистать книги, посмотреть их, где не только поэзия продается, но а также книги по интерьерам. Как стоит выбирать книгу по интерьерам? Вам нужно ее открыть, посмотреть, чтобы она была на качественной бумаге, в хорошем переплете, дорогом. И эти книги должны быть англоязычные. Не нужно покупать книги, которые называются «Мой интерьер, сделаю его сам». Это будут недостойного уровня интерьеры, достаточно старые, чаще всего это переводы каких-то не очень интересных книг. Я могу посоветовать 2 актуальных издательства. Первое издательство – это Таскин, и второе издательство – это Бета Плюс. Это те издательства, в которых стоит искать интересные книги. Почему они? Не все имеют возможность пойти в крупный магазин, или времени нет, или живут они где-то, да, и не могут пойти в магазин и выбирать там книги. Но поверьте, вот эти 2 издательства, которые часто пробегают все дизайнеры, вы можете заказать их в интернете. Стандартно книга по дизайну интерьера начинается хотя бы от 1000 рублей. Ну, это будет достойная книга, интересная, с какими-то интересными интерьерами. Соответственно, сами интерьеры внутри этой книги должны вам нравиться. И третий, самый популярный, наверное, способ и актуален он в том, что выходить даже из дома вам не нужно для того, чтобы собрать информацию. Мы эту информацию будем собирать в интернете. Если вы просто в поисковой строке Google забьете красивые интерьеры, перейдете в картинки, ничего красивого вы там не увидите. Google вам выдаст самые популярные картинки из блогов, а популярны они, наверное, тем, что уже 20 лет этот блог существует. Там будут неактуальные интерьеры, привет из 90-х годов, нам такого совершенно не нужно. Нам нужны интересные, красивые картинки, интерьеры, ткани, поэтому мы будем искать их в очень интересном месте. Это самое популярное блог-сообщество blogspot.com. Там есть и частные дневники, там есть и интересных дизайнеров, архитекторов, режиссеров, кого угодно, популярные блоги. Просто в переводчике, если вы, конечно, знаете английский, можете пользоваться своими знаниями, а мы будем переводить с помощью переводчика интересную какую-нибудь ключевую фразу. Допустим, барочные диваны.
Переводим в переводчики, получается у нас на английском языке слово, да, мы его вставляем в поисковую строку Google и добавляем blogspot.com. С помощью такого элементарного способа у вас в поиске выйдут самые интересные блоги на тему ваших ключевых слов, то есть барочных диванов. Понятно, что, может быть, какие-то не подойдут, но поверьте, с первых 10 вы точно выберете то, что вам нужно. Если человеку проникает в душу какой-то блог, он из него вообще выходить не хочет, а люди их там годами вели, поверьте, там будет что посмотреть. Если вы не можете к этому способу прибегнуть, у меня есть мой блог, вы на нем можете точно так же посмотреть. Я выписала для себя самые интересные блоги, может быть, они вам также пригодятся. Они расписаны по стилям, по интересным, там можно это будет посмотреть. Теперь подведем итог, соберем все наши картинки, которые мы скопировали из интернета, возьмем книги, на которые мы будем опираться, возьмем журналы, в которых нам понравились какие-либо интерьеры, и все это нужно постоянно просматривать, раскладывать перед собой. Поверьте, вы сразу увидите лишние детали какие-то, не знаю, вам очень хотелось зеленую хрустальную люстру, но она абсолютно не вяжется в ваш интерьер. Поверьте, мне тоже много чего хочется, но клише, они такие западают нам в голову, но если они не подходят под интерьер, ну не нужно себя мучить и где-то, не знаю, вставлять или вешать какие-то вещи, которые будут не гармонично смотреться в интерьере. Вы сразу откинете все вот эти ненужные части и детали. Есть просто вещи, которые постоянно люди очень сильно хотят, не знаю, там белый пол с черной шашечкой или там, не знаю, какие-то люстры определенные. Поверьте, этого всего можно избежать лишней траты денег, потому что часто бывает такое, что человек задумал что-то, приобрел, повесил, понимает, что вот именно здесь это не смотрится, а вы уже потратили на это деньги, чтобы это избежать, чтобы вдохновиться, чтобы у вас были новые интересные текстуры, новый интересный взгляд какой-то на вещи, нужно обязательно провести такую работу. Я каждый раз для каждого клиента провожу такой небольшой опрос и каждый раз делаю такую подборку. Поверьте, это очень интересно, ни один интерьер не должен повторяться, он должен подчеркивать вашу индивидуальность. Каждый человек индивидуален, соответственно, не нужно копировать что-то, это будет сразу видно, и вам самим будет некомфортно жить в таком месте. В следующем выпуске будет у нас очень интересная актуальная тема, каким образом выполнить планировку вашей квартиры или вашего дома. С вами была Наталья Морозова, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, очень бы было интересно ответить на все ваши вопросы. До свидания, спасибо за внимание.